Эти ребята встречаются на спортивной площадке, что возле здания Совмина в Сухуми после уроков и в любое свободное время. Погонять мяч – их любимое занятие. Как известно, футбол – массовый вид спорта, в том числе и в нашей стране. Но вот незадача. Спортивных площадок по республике было по пальцам пересчесть. Спортивные чиновники засуетились и сумели убедить руководство страны найти деньги на строительство футбольных мини-полей. В 2010 году была запущена президентская программа по строительству таких площадок. За 3 года в республике ударными темпами построили 13 футбольных мини-полей. Азартные футбольные баталии стали проходить на современных спортивных объектах. 2011, по-моему, году уже была другая программа по строительству мини-футбольных площадок, в основном мини-футбольных, за исключением некоторых, там единицы. Это на территории Нижней Шеры есть еще площадка, скажем, баскетбольная и площадка теннисная. Спортивные площадки, построенные 5-6 лет назад, стали постепенно ветшать. Да, поле с искусственным покрытием не нужно высеивать и стричь. Оно не выгорает и не замерзает зимой. Тем не менее, это сложный объект, и за ним нужен постоянный уход. К примеру, такое поле нужно поливать, расчесывать и подсыпать хотя бы раз в год специальными искусственными гранулами. В противном случае волокно износится раньше положенного срока. На данной площадке, на которой мы сейчас находимся, наверное, она одна из лучших на сегодняшний день в Абхазии. Да. Но все равно у нас пока нет оборудования, чтобы его можно было здесь расчесывать. У нас есть одно оборудование, слава богу, мини-трактор, который был куплен к чемпионату мира, который мы проводили по версии Конифа. Он находится на стадионе. Но теперь, значит, зависит, как она будет ездить, эта машина, да, и насколько она будет успевать расчесывать все те площадки, которые у нас и в городе Сухум есть, и по Абхазии есть. Детворе очень приятно играть на этих полях, потому что и в дождь, и в любую погоду здесь комфортно. Раздевалки есть, у нас горячая, холодная вода, поэтому детей очень много, и для них выделены часы с утра и до вечера. Когда темнеет, включается освещение. В принципе, детей очень много. И проводят тренировки здесь младшие группы, возрастные тренера, как «Динамо», так «Сухум», «Динамо Сухум», «Нарт Сухум» и «Абас». Деньги на текущие расходы по эксплуатации футбольных полей Госкомитету выделяются, но их недостаточно. На один такой объект требуется порядка 300 тысяч в год. Неподъемная ноша для Госкомитета по спорту. Поэтому 2 из 3 столичных футбольных площадок, принадлежащих Федерации футбола, сданы в аренду за символическую плату – 15 тысяч рублей в месяц. Арендованные поля под присмотром ухожены, есть инструкторы, уборщица и сторож. Раз они построены, нужно было проработать вопрос, в принципе, можно и сейчас это прорабатывать, чтобы эти площадки обязательно относились к каким-то организациям. Да. Но так, чтобы эти организации могли нести расходы по их эксплуатации. Иначе они, я сейчас не скажу, что варварским способом, но многие сетки оградительные, они уже порваны во многих местах. Есть такие моменты, что площадка, она есть, но на ней никто не занимается. Этот вопрос тоже надо проработать. То есть на каждой площадке желательно, чтобы был инструктор вместе с охранником. Состояние этого спортивного комплекса, что по проспекту Аяйра, вызывает у горожан и тренерского состава серьезное беспокойство. Данная игровая зона включает теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки. Объект запущен, а теннисные корты зарастают травой. Раньше комплекс принадлежал Министерству образования и только недавно был передан Госкомитету по спорту. Если футбольные и баскетбольные площадки функционируют, то теннисные корты так и не были сданы в эксплуатацию. Завершение их строительства пришлось на смену политической власти в Абхазии. С тех пор судьба объекта не определена. В связи с тем, что надо их эксплуатировать, надо за ними следить, это время, кажется, упущено. К сожалению, это искусственное покрытие уже выглядит не очень презентабельно. То есть полезли определенные сорняки, трава начала обрастать. Поэтому сейчас эти корты надо снова приводить в порядок. Теннисные корты переведены на баланс Госкомитета по физкультуре и спорту. Сейчас эта организация старается найти выход из той ситуации, которая сложилась. Я не знаю, как быстро удастся найти выход в плане того, что для того, чтобы вести здесь работу, нужно затратить определенные денежки, раз. Во-вторых, надо, чтобы здесь работали секции по теннису.
В Абхазии много ребят играют в большой теннис, проводятся соревнования по этому виду спорта. Спортсмены показывают хорошие результаты, рассказывает Рафаэль Ампар. В Сухуми функционирует теннисная школа, а в Гагре – секция. Поэтому современные теннисные корты необходимы. Беспокойство у любителей спорта вызывает и судьба другого объекта – футбольного стадиона «Динамо» в Сухуми, вмещающего почти 5000 зрителей. За короткий срок на стадионе были успешно проведены 3 грандиозных мероприятия – чемпионат по футболу под эгидой Конифа, День города и бои без правил. А между тем объект официально не принят и работать фактически не должен. 3-й год идут судебные разбирательства со строительной компанией, его строившей. Администрация стадиона просит власти определить судьбу этого спортивного комплекса. Большое хозяйство надо поддерживать. По подсчетам дирекции стадиона, на его эксплуатацию нужно 3-4 миллиона рублей в год. Сегодня нет денег заменить даже сгоревшие 10 прожекторных ламп стоимостью 20 тысяч каждая, а также починить насос, оплатить долг за электроэнергию и взять в штат уборщицу и сторожа. Уборку территории оплачивают футбольные команды после игр. У Абхазии богатое футбольное прошлое. Фото легенд футбола можно увидеть на поле, что на набережной Махаджиров. В период школьных каникул и при хорошей погоде здесь всегда кипят футбольные страсти. Объект в аренде, за ним ухаживают. А недавно Госкомитет заменил на поле искусственное покрытие. В связи с плачевным состоянием площадок было принято решение о том, чтобы поменять покрытие. Средства заработаны на чемпионате мира, поэтому мы поменяли 2 площадки здесь и на Совмине. Пока вроде все хорошо, они так выглядят симпатично. Сейчас вот решили их попробовать. Непростая ситуация и с финансированием футбольных мини-полей, которые относятся к столичному комитету по делам молодежи и спорта. Их 7. Деньги выделяются лишь на зарплату сторожей, а требуется по скромным подсчетам до 1 миллиона рублей в год. Этой площадке 4 года, если не больше, если не 5-й год. И какие-то технические работы, ремонтные работы мы здесь практически не проводили, потому что на это как бы денег тоже у нас нету. Даже поменять лампы надо вот усилить здесь забор. Вот это все ветшает, железо начинает ржаветь. Поле тоже у нее гарантия там 8-10 лет. Оно со временем тоже придет в негодность. Но поле оно пока еще как бы имеет срок. Такие дворовые площадки для детей – это трамплин в большой футбол, говорит Батал Барателя. Детям должны быть созданы все условия для занятия спортом. И неважно, будут ли они в дальнейшем заниматься им профессионально. Главное, что в них будет заложено стремление к здоровому образу жизни. С этих площадок много детей у нас занимаются уже в частных клубах, в Нарте, в Динамо, в Абазге. Эти дети приходят туда, отсюда отталкиваясь, туда они попадают. Там уже занимаются футболом. Они необходимы, эти площадки. Физическая культура и спорт должны стать национальной идеей, говорят тренеры. Прививать правильный образ жизни следует с самого детства, что поможет ребятам в будущем выбрать верный путь во взрослой жизни. Но для этого мало одного желания. Нужна поддержка государства. Елена Лолуа, Беслан Джанджолия, Абхазское телевидение.